мастер-классу по маркетплейсу 1688. С чего я хочу начать? Давайте я расскажу сегодняшний план. Я думаю, что планымызды айтып берем. Біздің бүгін екі бөлімнен тұратын болады. У нас сегодня будет двухактовое. Так, первое это у нас будет, так, мы будем знакомиться с нашими гостями, с представителями 1688 в Средней Азии. Также будем делиться мастер-классом, как правильно заказывать, как регистрироваться, да, чтобы все вы понимали. А потом наши эксперты, представители будут выходить по одному, рассказывать про 1688. И некоторые у нас есть такие, скажем, есть уже работающие бизнесмены с маркетплейсом 1688. Они поделятся своим опытом, как они это делают, как это все это работает. И таким образом мы пойдем дальше. И у нас будет такой маленький перерыв, кофе-брейк. Мы сделаем паузу 20-минутную. Потом начнем второй акт. Во втором акте будут у нас вопросы, так что во время первого акта, пожалуйста, если вы что-то не поняли, вы можете задать уже во втором акте свои вопросы. Вы можете, у всех есть тетради. У всех есть тетради, да? Всем раздали, да? Я хочу, чтобы этот мастер-класс был не таким, знаете, сидели спокойно, тусклым, более веселым, радостным, открытым, начать что-то новое, быть готовым к новым переменам. Хорошо. И начать свой бизнес. Да? И давайте я начну с того, что у нас есть представители, очень классные представители. У нас представитель Вивен, можно вас, 1688, маркетплейсның орталық Азия аймағы бойынша трансшекаралық бизнес дамыту басшысы, директор трансграничного бизнеса маркетплейса 1688 в Средней Азии Вивен ханым. Также у нас 1688 старший менеджер по росту пользователей по Средней Азии Аня. Также мистер Виктор, руководитель международной трансграничной платежной платформы World First, входящий в состав Alibaba Group. И также у нас эксперт тоже в этой области, и это руководитель по развитию бизнеса по Средней Азии, отдел трансграничного бизнеса 1688 Едге Тохтарбаев. Спасибо. Специалист платформы 1688 по работе с локальными пользователями в Средней Азии Нуржан Байтенов. И также партнер 1688 Аман Транспорт Логистик. Огромное спасибо. Вот они уже сидят в своих прекрасных, скажем, курточках. Вот. Давайте начнем с того, я хочу сегодня позвать в центр этого зала Едге Тохтарбаева, руководителя по развитию бизнеса по Средней Азии, отдел трансграничного бизнеса 1688. Едге, микрофон у вас. Желаю удачи. Здравствуйте всем. Как меня слышно? Хорошо, отлично, да? Всех рад вас видеть. Наверное, презентацию включите, да? Ну, во-первых, прежде чем мы начнем, я бы хотел поблагодарить всех присутствующих сегодня за то, что вы выделили свое время, свое личное драгоценное время, чтобы собраться тут и послушать презентацию, которую подготовили мои зарубежные коллеги. Вот, надеюсь, она будет в то же время как и лаконичной, а также для вас и информативной. Поэтому, если вас не затруднит, давайте еще раз, наверное, самим себе похлопаем и создадим атмосферу. Спасибо большое. Да, думаю, начнем. Назвали мы свою презентацию очень просто: как начать бизнес 1688 или поставки из Китая и продажи в Казахстане. Делится она на 4 простые части. Первая — это буквально пару слов о нас. Вторая часть — это, собственно, небольшой обмен опытом. Вот. Третья — это практический гид или то, как 1688 может помочь вам в построении вашего бизнеса. И четвертое, думаю, все, как тут видят, мы подготовили небольшие подарки.
и, соответственно, другую очень важную информацию касательно нас. Вот, как вы видите на этом слайде, и как нас точнее только что представили, мы сегодня присутствуем в делегации, состоящей из 4 человек. И мы являемся, как тут написано, платформой 1688 из Китая. И, наверное, следующий слайд. Да. Начать, наверное, было бы очень логично с истории развития компании, но прежде я бы хотел понять, какая у нас сегодня присутствует аудитория. И, наверное, первый вопрос для интерактива. Подскажите, пожалуйста, слышали ли вы про компанию Alibaba или про компанию 1688? Поднимите, пожалуйста, руки. Ой, отлично, отлично. Есть те, кто не слышали? Никогда. Кажется, хорошо, кажется, все слышали. Вот, если резюмировать, мы были основаны в 1999 году, являемся по факту первой компанией, первым бизнес-направлением того, что мы сегодня знаем как Alibaba Group. Имеем за своими плечами 25 лет углубленной работы в этой отрасли и прошли через 3 этапа преобразования, которые вы можете наблюдать тоже на экране. Прошли путь от желтых страниц. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь не знает, есть такие, кто не знает, что такое желтые страницы? Есть, да? Да. Очень все просто. В далеком 1999 году мы начинали как простой онлайн-справочник поставщиков. То есть был определенный веб-сайт 1688.com. На нем было представлено очень большое количество поставщиков, которые имели возможность загрузить туда свои списки товаров и, соответственно, присутствовать на этой платформе. Далее, когда находился поставщик, дальнейшие коммуникации, они уже происходили офлайн. Соответственно, когда мы говорим, что такое желтые страницы, мы имеем в виду то, что мы были простым онлайн-справочником поставщиков. Далее, в 2011 году мы трансформировались уже в полноценную электронную торговлю, торговую площадку, простите меня. И тут кому-нибудь есть те, кому непонятно, что такое электронная торговая площадка? Отлично. Если все-таки присутствуют такие, но кто постеснялись, электронная торговая площадка — это вот это плюс оплаты и логистика. То есть уже сама транзакция происходит через платформу. И сегодня мы с гордостью говорим о том, что начиная с 2021 года мы являемся, не побоюсь этого слова, лидирующей платформой, отраслевой платформой интернет-услуг. И что такое отраслевая платформа? Это то, на чем бизнес делает свой фокус, и наша отрасль является мелкий опт. Да, торговля мелким оптом. Можно следующий слайд. Вот 1688 сегодня, буквально чтобы не терять время. Как я сказал, мы ведущая китайская мелкооптовая платформа. Да. Мы с гордостью говорим то, что на нашей платформе представлены более чем 1 миллион поставщиков. Делятся они в основном на вот эти категории. Это брендовые заводы, это заводы типа OEM, ODM, и также это торговые компании. Также немножко слов о нашем объеме бизнеса. Ежегодно через платформу идет объем транзакций, который превышает 110 миллиардов долларов. И третье, все это цифры, вот это есть тот факт, за которым мы гордимся больше всего. На нашей платформе присутствует точнее ею пользуются более 10 миллионов представителей верифицированных предприятий малого и среднего бизнеса, которые в основном делятся на следующие составляющие. И, соответственно, хотел бы сфокусировать ваше внимание именно на этой части. Уже на данный момент на нашей платформой пользуются более 1 миллиона так называемых кросс-бордер продавцов, которые присутствуют на таких платформах, как Amazon, Wish и Shopify. Можно следующий слайд. Да. Далее мы плавно перетекаем во вторую, наверное, основную часть нашей сегодняшней презентации и, соответственно, непосредственный обмен опытом. Думаю, ни для кого не секрет, что Китай является лидирующей страной по миру в области e-commerce.
И, соответственно, можно следующий слайд. Да, для вас мы собрали популярные стратегии, мы их обобщили. То есть популярные стратегии выбора товаров среди китайских кросс-бордер e-commerce продавцов, которых по официальным данным китайским их насчитывается более 120 тысяч. Можно следующий слайд? Да, я думаю, наверное, в каком-то смысле это ключевой слайд нашей сегодняшней презентации. Здесь представлено много информации. Попытаюсь шаг за шагом, простым образом, как бы простым языком донести, что тут написано. Как мы видим наверху, у нас тут представлены в целом две теоретические стратегии и два важных практических аспекта. Что мы имеем под этим в виду? Если вы начинающий e-commerce селлер, то вам важно запомнить, что весь опыт всех компаний, которые занимаются этим делом по поиску товаров, то есть чтобы вам начать что-то продавать, вам нужно, соответственно, что-то найти. И стратегии по поиску товаров делятся на две основные, которые по-китайски, если с китайского напрямую переводить, переводятся как «Голубой океан» и так называемый «Красный океан». Да. Теперь простыми словами, что значит так называемый «Голубой океан»? Он означает потенциальные ниши, которые уже популярны по всему миру, но еще отсутствуют на локальном рынке. То есть по сей день, как мы видим, существуют потребности покупателей в Казахстане, которые еще не полностью удовлетворены рынком. То есть, если мы для себя выбираем такую стратегию, то действуем мы очень просто, но мы при этом не ленимся. Что мы делаем? Мы берем, анализируем топовые мировые торговые площадки, такие как, к примеру, Amazon, TikTok, можно и нас, Temu. Также мы задействуем, мы анализируем эти платформы. И, соответственно, в плане категорий товаров и непосредственно самих товаров мы делаем анализ с локальными торговыми площадками. И таким образом, соответственно, мы можем найти для себя потенциальные ниши, в которых еще нету так называемого Красного океана / конкуренции. Вот. И, соответственно, если мы нашли такую нишу для себя, далее мы задействуем такие инструменты, как Google Trends, Яндекс, соцсети и прочие инструменты, и мы оцениваем потенциал продаваемости этой ниши на локальном рынке. Далее, для тех, кто любит больше как бы такую, не побоюсь этого слова, драку, есть еще стратегия, которая называется, как я уже говорил, Красный океан или конкуренция. То есть если мы видим то, что какой-то товар продается отлично на локальном рынке, мы всегда можем сделать два очень простых действия, на первый взгляд. Найти идентичный товар или аналогичный, очень похожий, и самым простым образом попробовать представить более интересное ценовое предложение. Как нам подсказывает опыт, чтобы зайти на рынок с аналогичным товаром, обычно нужно перебивать конкурента на 20%. Или мы также можем найти такой же аналогичный товар, но другого вида, другой формы, то есть создать собственный продукт, да? И, собственно, оставаться или сохранять ценовой диапазон и конкурировать уже непосредственно в предложении нашего товара. Вот. Это, соответственно, теоретический аспект. Далее, после того, если мы нашли товар, у которого есть потенциал, мы не забываем про два практических аспекта, очень важных. Первое – это цена. Да? Как бы банально ни прозвучало, но все равно цена является ключом к так называемой первой продаже. Вот. Опыт нам подсказывает, что нужно оставаться в топ-40 диапазоне, топ-40% диапазоне по ценовому предложению. Далее, это то, что я лично замечаю,
то, что часто игнорируется нашими локальными селлерами, это качество вашего сервиса. То есть если первое это определило то, как вы первый раз продали, второе оно будет определять то, будут ли к вам возвращаться, будут ли вас рекомендовать своим друзьям и будут ли ваши первые успешные продажи выжимать из себя максимум и создавать вам дополнительный, так скажем, органический трафик. И если всю информацию резюмировать, мы ее положили в самый низ, успешный e-commerce бизнес – это опять-таки 70%, запомните это. Правильно подобранный товар – это как фундамент вашего бизнеса. То, что не продается, оно не продастся. И чтобы на этом фундаменте построить, так скажем, красивый, удобный, приятный дом, надо не забывать про свои операции. Надо обеспечивать хороший клиентский сервис и надо быть профессиональным селлером, грубо говоря. Можно следующий слайд. Да, и тут плавно мы перетекаем в третью часть нашей презентации, а именно касательно того, как 1688 непосредственно может начать вам помочь с вашим бизнесом. Следующий слайд. Да, в самом Китае, казалось бы, человек, который прекрасно владеет китайским языком, знает, в принципе, свою страну от А до Я. Но даже в Китае начинающий игрок на e-commerce, он всегда начинает свой бизнес с того, что он заходит на сайт 1688.com и начинает пользоваться нашим веб-сайтом, в том числе нашими полезными инструментами, которые присутствуют на платформе. Поэтому вам небольшой совет. Не стоит изобретать велосипед, если вы тоже в том числе только начинаете свой бизнес. Просто заходите на этот веб-сайт, изучайте его, пользуйтесь им. И на первый взгляд функционал может показаться простым, но там много чего, о чем далее. Следующий слайд. Да, основные преимущества вы можете наблюдать вверху этого слайда. Это, конечно, понятное дело, низкие цены. Это просто нереально огромный ассортимент товаров. Я думаю, любой товар, представленный, в принципе, существующий в Китае, наверное, почти любой можно найти на 1688. Ну и, соответственно, наше основное преимущество – это прямые поставки заводов, без, так скажем, посредников. Также инструменты, которые я только что о которых упоминал, основные, мы здесь решили выделить основные 4, которые у нас присутствуют. Первое – это, так сказать, модные тренды по всему миру, которые опираются на тренды в соцсетях и на различных маркетплейсах. Я думаю, все слышали про ныне известную игрушку Лабулу. Вы также на нашей платформе, воспользовавшись нашими инструментами, в пару кликов можете найти соответствующие товары. Второе. Мы также предоставляем тренды по сезонным новинкам, то есть сезонный e-commerce. Для простого понимания мы сюда вставили зимние куртки, так как подходит сезон продаж. И, собственно, вы также в пару кликов можете находить, так скажем, поисковые тренды, также ближайшие хиты e-commerce на ближайшие 3 месяца. Если кто-то помнит еще, это, соответственно, касательно поиска ниш, то, что мы слева видим. Справа, опять-таки, это для тех, кто любит, может быть, хардкорную конкуренцию, ищет всегда похожий товар, который хорошо торгуется. Вам не надо делать много, вы можете просто на каком-то маркетплейсе увидеть, точнее, открыть понравившийся товар, сделать скриншот и, например, воспользоваться нашим следующим инструментом, который называется поиск по картинке. И уже, соответственно, на основании него искать полностью идентичные или, как я ранее говорил, аналогичные товары. Ну и, соответственно, у нас также тут на китайском, но как бы локализация языка, она уже как бы в процессе. Есть просто шикарный фильтр, который поможет вам очень сильно непосредственно в поиске фабрик. То есть это сертификация качества, это квалификация фабрики, это, допустим, какие-то различные схемы производства.
и место расположения самой фабрики. Можно следующий слайд. Да, тут мы плавно, буквально в 2 словах, небольшое напоминание, что есть такие так называемые, опять-таки на примере курток, есть различные, помните, я вам говорил про фильтр, он очень важен. Производственные кластеры нужно искать, производственные заводы нужно искать те, которые подходят к вашему локальному рынку. То есть поиском товара все не ограничивается. Обязательно обратите внимание на завод. Как у нас тут написано в презентации, существует 3 основные кластера, которые производят, грубо говоря, куртки. Первое — это город Ланфан, провинция Хэбэй. И, собственно, они ориентируются на, так скажем, зимний экстрим. Да? Они продают куртки с большим наполнением пуха, и они подходят под такие регионы, как, условно, север Казахстана, Россия и так далее, и так далее. Далее у нас есть город Пинху, провинция Чжэцзян. И они, важно не ошибиться, я хочу еще раз подчеркнуть, то есть товар может понравиться, но надо его хорошенько изучить, потому что, допустим, этот товар, он подходит более для мягкого климата, например, какой-нибудь, Узбекистан, да, к примеру. Вот. Ну и, соответственно, конечно, есть те, которые специфицируются на универсальных поставках. Все, наверное, знают про город Гуанчжоу, провинция Гуандong. Далее они предоставляют, собственно, услуги, которые можно резюмировать как оптовые поставки уже имеющегося товара, брендирование под ваш заказ, OEM и ODM. Тут, кстати, наверное, было бы корректно спросить, есть те, кто не знает, что такое OEM и ODM? Есть, да? Отлично. Все очень просто. ODM — это Original Design Manufacturing. Это простыми словами ODM — это вы когда заказываете уже готовый товар, дизайн которого был разработан непосредственно поставщиком. То есть уже готовый существующий товар. Соответственно, с другой стороны, OEM — это Original Equipment Manufacturer, к которому вы обращаетесь с собственным дизайном. То есть условно вы подходите, опять-таки, на примере курток, вы приносите ему, отправляете ему свой дизайн, и, соответственно, они по вашим требованиям все производят. И само брендирование заказов, может, следующий слайд, про который я сейчас расскажу. Да. Нам, безусловно, известно, что селлеры, которые прошли первоначальный этап, они, чтобы избежать такого про который я говорил, Красного океана, чтобы уйти от жестокой конкуренции, они развивают собственный бренд. И мы как платформа, конечно, тоже приветствуем это. Следующий слайд. И платформа 1688 также предлагает так называемый продукт, который называется WOW-кастомизация. Сам продукт можно, в принципе, резюмировать 5 пунктами. Это непосредственно онлайн-кастомизация или дизайн в реальном времени. Это индивидуальная упаковка под ваш заказ от коробок до бирок, эксклюзивно для Казахстана. Мы предоставляем официальную поддержку от нашей команды. И для заказа брендовой продукции, поиска поставщиков или заводов, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите на указанный email адрес тут. Я подожду, пока вы все сфотографируете. Думаю, да, все успели. Можно, в принципе, следующий слайд. Да. Ну и мы потихоньку финализируем нашу презентацию, проваливаемся в часть, где другая доступная, интересная информация. Как вы знаете, начинается скоро сезон распродаж, именно в сегменте B2C, да, когда мы продаем физическим лицам. Начинается он примерно с начала-середины ноября, поэтому если мы хотим попасть в это окно, нам уже нужно готовиться с сентября. И для вас специально мы подготовили акцию, которая будет поделена на 2 этапа. Первый — это предварительный, с 12 по 14 сентября. И, соответственно, основной этап акции, который будет длиться с 15 по 17
сентября. Думаю, вы можете пока ознакомиться с правой частью слайда, я вам лишь объясню его левую часть. Только для сегодня присутствующих гостей на данном мероприятии мы подготовили специальные купоны, которые назвали 200 минус 20, 500 минус 50. Это означает, если ваш заказ достиг или превышает 200 юаней, мы вам, то есть вы фактически заплатите на 20 юаней меньше. Та же самая логика по 500 юаням. И, соответственно, для всех пользователей будет доступно все за 0-5 юаней. Тоже для тех, кто хочет опробовать себя в e-commerce. Тут важный момент. Надо будет отсканировать один QR-код. После нашего кофе-брейка, ближе к концу, я предлагаю обратиться к нам, к нашей локальной команде, и, собственно, для получения этого ваучера. Ну и, наверное, более интересные для постоянных покупателей. Если у вас среди друзей имеются таковые, обязательно сообщите им. Мы подготовили специальные купоны, и тут хочется сказать, что максимальный купон может достигать до 37 тысяч юаней. Если переводить в тенге, это, по-моему, если мне память не изменяет, больше 2,5 миллионов тенге. Да, и, соответственно, для них мы также готовим эксклюзивные предложения. Может, следующий слайд. Да. И если, опять-таки, среди вас или среди ваших друзей есть вопросы по купонам, специальным купонам для постоянных покупателей, пожалуйста, обращайтесь по данному email адресу, и мы с радостью ответим на соответствующие вопросы. Так, сейчас. Пожалуйста, следующий слайд. Да. И мы уже финализируем. Тут правильно будет сказать то, что подметить, точнее, что с 15 октября мы планируем внедрение онлайн-решений по логистике по платформе, которые будут представлены 3 данными компаниями. Я, наверное, слайд пропал. Да, слайд пропал. Да. Тут, наверное, как и говорилось, представители всех 3 компаний находятся у нас сегодня в зале. И, наверное, я слева направо попрошу сначала встать представителей компании Жанапост или поднять руку. Да. Ага. Вот они, представители компании Жанапост непосредственно. Далее у нас на мероприятии присутствуют представители компании YM Trans Group. Просьба представителя встать. Видимо, да, видимо, отлучился человек. Ну и также присутствуют представители компании Aman Transport Logistics. Прошу представителей встать. Да, также присутствует. И если у вас будут иметься какие-то вопросы по непосредственно касательно логистики, можете, в принципе, на кофе-брейке или после обменяться контактами и, соответственно, наладить связь. Также, как анонсировал наш ведущий сегодня, да, у нас очень хорошая новость. Это то, что компания World First выходит на рынок Казахстана, и мы внедряем новые бизнес-решения в качестве оплат. Тут я, наверное, слово передам своему коллеге. И по возможности, если нет англоговорящих, человек говорит на английском, буду по возможности информацию переводить. Прошу, это господин Чен, представитель компании, пропал слайд, представитель компании World First. И, соответственно, да, как я только что сказал, господин Чен, английское имя Виктор, да. И, собственно, он будет представлять, и я буду пытаться переводить. Yeah, go ahead, please. Okay. Thank you, Ken. Thank you. Okay. So you're gonna be translating for me. Yes. Every sentence. I will okay. try. Right. Thank you. Thank you. So I'll go slow. Okay. So yeah. Hi everyone. Good evening. So my name is Victor. Okay. So first of all, this is my first time here in Kazakhstan. Okay.
Всем добрый вечер. Меня зовут Виктор, и это мой первый раз в Казахстане. Yep. Right. So I really love this place, and also I enjoy the food, culture, and also the hospitality. И мне действительно нравится это место. Я наслаждаюсь культурой и едой, и наслаждаюсь вашим гостеприимством. Although I haven't tried the horse meat yet. Хотя я еще не попробовал конину. Okay. So I'm from Wolfers. So I'm not sure if any one of you have actually heard of Wolfers. It's actually part of Ant Group. Okay. Да, я из компании World First, и я на самом деле не знаю, слышал ли кто-нибудь из вас про эту компанию, но она является дочерним предприятием группы компаний Ant Group. So can I know if any one of you heard of Wolfers or Ant Group? Can you raise your hand? Если кто-нибудь слышал, maybe if someone never heard of, maybe they will. Если вы не слышали про компанию World First, пожалуйста, поднимите руки. Oh, wow. Okay. What about Alipay? Про Alipay, So you have heard of Alipay. то есть вы слышали про Alipay? So Wolfers and Alipay, they are all from Ant Group. Ну, в общем, Alipay, так же как World First, является компаниями группы компаний Ant Group. Okay. So we are actually focusing more on the business side, B2B. И мы фокусируемся больше на предоставлении услуг бизнесу, то есть B2B. So let me just tell you guys briefly about Wolfers. So, sorry. Да, я буквально в нескольких словах расскажу вам о компании World First. So Wolfers is actually a trusted global payment provider with over 1.2 million users globally right now. World First является доверенной платформой по онлайн-платежам с количеством пользователей на сегодняшний день, превышающей 1.2 миллиона пользователей. Okay. So it has now become the go-to platform for international buyers like you guys looking to pay to the suppliers in 1688. И эта платформа, если говорить о нас, то она кастомизирована под ваши нужды, и она используется различными зарубежными компаниями для оплаты денег поставщикам на 1688. Thank you. Okay, so why do we have to use Wolfers to pay to 1688? Давайте тут перейдем к моменту, вообще зачем использовать World First для оплаты на 1688. Okay, so there are 4 main points, as you can see on the slide. Есть 4 основных пункта, которые вы видите на левой части страницы. So first of all, our service is cheaper. We are charging only 0.8 per transaction fee. Ну, во-первых, мы дешевле, мы за свою комиссию берем всего лишь 0,8%. And our payments are processed instantly. Наши оплаты процессируются мгновенно. Okay, and then of course it's much safer because we are directly integrated in 1688. И, конечно, наши оплаты, они гораздо безопаснее, потому что мы напрямую интегрированы в 1688. So our posture, how many of you, when you are doing payments, you can actually see Wolfers in the web page? Когда вы оплачиваете заказы, кто-нибудь из вас видит World First на странице? Anyone? Кто-нибудь? Okay, one. So for those that may not pay attention to Wolfers, maybe later on you guys can go and have a check. Чат. Окей. Для тех, кого заинтересовало, кто хотел больше обратить внимание на наши солюшены, наверное, мы можем вместе после пообщаться. Okay, so of course, for Wolfers, it's much more convenient. One of the reasons why there is no transactional limit. Конечно,
одной из причин, по которой World First является гораздо более удобным решением, это то, что нету лимитов по транзакциям. Есть ли среди вас такие, которые при оплате товаров за рубеж сталкиваются с каким-то лимитом на транзакцию? Does any one of you have this problem? А вот есть человек. Right. Мгм. Yes. И еще Okay. есть человек. Okay. So these are the big buyers. Да, вы большие покупатели. Okay. So although there is no transactional limit, but I need to be clear. Okay. So per transaction, there's a limit. It's about 1.5 million Chinese yuan. Но все-таки, хоть я и так и сказал, но у нас на одну сингл транзакцию все-таки существует лимит, который равен 1,5 миллиона юаней. Если перевести на доллары, чтобы было более понятно, 200 тысяч долларов плюс. So for those of you who wanted to know more about WorldFirst or even signing up your account today, what you can do is Для тех, кого заинтересовала платформа World First, или для тех, кто даже, может быть, хотел бы зарегистрироваться непосредственно сегодня, take out your phone, open up your WhatsApp, and scan these QR codes, and our manager will be in touch with you guys. пожалуйста, для тех, кого это заинтересовало, возьмите свои мобильные телефоны, отсканируйте QR-код, и, соответственно, наш менеджер обязательно с вами переговорит и все объяснит. И да, как господин ведущий говорит, еще на бумажках QR-коды также доступны. Okay, I can see that you guys have it printed on the papers, right? Yes. Okay, Yes. great. Thank you. Thank you. Right. Okay. Yep. So please contact our manager. Oh yeah. So because our manager, they might be only speaking English, but it's okay. I think we will find a way. Yeah. Да, пожалуйста, поэтому свяжитесь с нашим менеджером, задайте ваши вопросы. Только один момент, наши менеджеры на данный момент говорят только на английском, но я верю, что мы найдем путь коммуникации. Когда я хотел тоже научиться продавать в ТикТоке, и наткнулся на одного блогера. Этот блогер сидит сейчас здесь, это Аман Алтай. Он поделится своим опытом, как работает он, как он начинает в ТикТоке и как учит продавать, например, скажем, вы приобрели товар, и как продавать это. Аман Алтай, сізді ортаңызға Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Осы 1688-дің мастер-классына қош келдіңіздер. Біріншіден өзімді таныстыра кетейін. Ой, бар ма? Өткізіп жіберсек, тағы да. Жалпы өзім жайлы бір қысқаша таныстыра кетейін. Менің есімім Аман Алтай. Мен қазір өзім блогермін. Бүкіл Қазақстанның әлеуметтік желісінде 1.180.000 оқырманым бар. Және де енді менің контентім болса, бастысы Қытай мен сауда, екіншісі ойын сауық, ары қарай отбасылық контент. Мен өзім Қытайдан келген қазақпын. 2001 жылы Қытайдың Алтай қаласына дүниеге келгем. Және де 2015 жылы жалпы Қазақстанға қоныс аудардым. Небәрі 14 жасымда өзім жалғыз Қазақстанға келдім былайша. Сөйтіп қазіргі таңда дейін Қазақстанда уже өмір сүріп жатқаныма 10 жыл болды. Я. Алтай, мен сенің қасына тұрып орысшаға аударып берсем. Аударып жүріңіз, иә. Аман Алтай, он в 2001 году приехал как бы в Казахстан в 14 лет. И сейчас в данный момент один из топовых блогеров, и у него есть подписчики, 1 миллион подписчиков. Вы можете посмотреть в ТикТоке. У него есть специальный курс, о котором он говорит про разные темы, также про бизнес с Китаем. Вот.
Енді мен өзім блогерстводағы жолымды сіздерге бөлісе кетейін. Жалпы 2021 жылы TikTokқа кірістім. И ол кезде бізде TikTokта команда болған. Енді бұрында TikTok House деген, білмеймін сіздер білесіздер ма. Жалпы бізде ол кезде O House деген команда болған. Небәрі 2 жылдың ішінде 0-ден 5 миллион подписчикқа дейін жинадық. Және осы 2 жылдың ішінде көптеген достарымызға және көптеген Қазақстанда танымал компанияларға көптеген оқырман жинап бергенбіз. И 2023 жылы командадан өзім шығып, жалғыз блогерство жолымды бастадым, және де небәрі осы 2 жылдың ішінде миллионнан астам оқырман жинадым, және Қытайдың әлеуметтік желісінде 100 мыңнан астам оқырман жинадым. Как вы видите, в 2021 году он открывает первый свой TikTok аккаунт, также набирает команду. Знаете, да, что в ТикТоке собираются не один человек, а несколько человек. Это огромная команда. Они называются All House. Они начали работать, собрали за 2 года с нуля 5 миллионов своих подписчиков. Они помогали не только блогерам, то есть они помогали, видите, логотип Саламбро, некоторым, кто занимается уже бизнесом, как работать в ТикТоке, как делать правильную рекламу, учили. Ну, прям профессионально он говорит, что Алтай говорит, что в 2021 году я уже начал как бы отдельно вести свой блог в ТикТоке, собрал отдельно 1 миллион. Он уже отдельно вышел от команды. И сейчас в данный момент у него TikTok, я? То есть, если вы не знаете, в Китае есть свой отдельный TikTok от нас. То есть там уже у него собралось немалое количество подписчиков. Жақсы. Енді жалпы мен слайд өткізіп жүрсек. Артқа. Стоп. Не нажимай сейчас. Болды. Жалпы енді 1688 бен бірінші жұмысым, мен осы өзім жалғыз блогерство жолын бастаған кезде 1688 бен жұмыс істедім. Енді мен қытайша білгендіктен 1688 енді оңай меңгеріп кеттім. Енді қазіргі таңда көп адамдар Қытайдан тауар алып Қазақстанға сатады. Ол кезде мен 1688-ден тауар алып Қытайға сатып жүрмін да. Жаңағы айтып кеткендей OEM дейді ғой. OEM деген, яғни мен өзімнің логотипімді ойлап таптым, мынандай қазақи оюларды көріп тұрсыздар ма? Соны, в общем, 1688-ден бір жақсы осындай завод тауып алдым. И солармен, в общем, бірге жұмыс істеп, өзіміздің қазақи нақыштағы футболкамызды шығарып, Қытайдағы қазақ қандастарымызға саттым. Және де небәрі 3 айдың ішінде 5 мыңнан астам дана осы футболка сатылды. Және осылай, енді Қытайдан келген кісілер бар ма бұл жерде жалпы? Егізде бар болса, негізі білулеріңіз мүмкін деп ойлаймын, бір кезде хит болған енді. Солай жалпы. Смотрите, такая очень интересная история. Он создает свой бренд, открывает как бы футбол, то есть договаривается с заводом, ставит свой логотип. Он закупается с завода с Китая же 1688, закупается и перепродает это обратно же в Китай. То есть он не закупается в Казахстан. Если мы привыкли там покупать в Казахстан с Китая и продавать в Казахстане, да, в разные города, а он продавал именно, то есть он закупал с Китая, но обратно же продавал нашим казахам, которые живут в Китае. То есть он сделал логотип именно с казахскими орнаментами. Сосын бұл жалпы енді мен өзім қазіргі таңда жүргізіп жатқан аккаунттарым, бұл болса менің өзімнің аккаунтым. Бұл жерде 700, почти 800 мыңға таяу оқырман бар. Бұл тоже Қытаймен бизнес жасап, осылай дамыттық. Ал ортада тұрған болса, қазір айтам, өзімнің тағы екінші брендім бар, соның аккаунты. Ан жақтағы тоже қазір жаймен деп түсіндіріп беретін болам. Так, это его Аман Алтай. Вы можете посмотреть, подписаться, почитать его, узнать. То есть это сейчас, в данный момент, он работает с этими брендами. Это он, его аккаунт он как бы продвигает тоже. И как бы тоже третье. Это все его аккаунты, которые он сейчас в данный момент продвигает. Енді ары қарай жалпы жаңа айтып кеттім, 2023 жылының басында мен осы футболканы шығарып алғашқы 1688-бен жұмыс бастадым. Содан кейін мен білдім да, что мына 1688-да негізі Қазақстанда көп адамдар білмейді. Сөйтіп алғашқылардың бірі болып, негізі ол кезде әлі қазіргі сияқты 1688 компаниясы Қазақстанға келмеген.
сөйтіп біз переводчикпен кәдімгідей қазақстандағы халықтарға осындай курс сатқан едік, видео курс 1688 тағы басқа осындай китайский маркетплейстан. И сөйтіп 78 мың адамға осы китайский маркетплейс, яғни 1688-ді үйреткенбіз. Аудара бересіз бе? То есть, когда еще 1688 не был в Казахстане, Алтай уже начинал, то есть, как бы открывал курсы и продавал уже людям, чтобы тоже они могли научиться. Таким образом, то есть не только 1688, и Pinduoduo, и Taobao. То есть, как вы знаете, сейчас Taobao уже как бы на русском тоже есть. Pinduoduo тоже уже в процессе, есть некоторые места уже, где на русском написано уже, если вы знаете. Вот и, то есть, до этого они встречались с представителями 1688 и договаривались о том, чтобы как бы в Казахстан тоже уже начинать работать уже. Пока до этого, говорит, был Хажилдар, да? Примерно в 23 году еще 1688 не так был прям известен. До этого они, то есть Аман Алтай только начинали продавать как бы онлайн-курсы, как закупаться в платформе 1688. Аха. Сосын 2024 жылы Қытай мен Қазақстан границасы ашылғаннан кейін, осы безвиза режим ашылғаннан кейін, и біз осы маған көп, осы мен оқушыларым, и маған жазады, в общем, Қытайға өздерінің нишаларындағы заводтарды тауып бер деп. Сөйтіп, как раз осы 1688-дің арқасында керек нишадағы заводтардың бәрін сол клиенттермен тауып беріп, Қытайға алып барып, өздеріне керекті поставщиктарын тауып берген едік. Когда открылась граница безвизовая, да, помните, да, когда все государство открыло границу, тогда Алтай отвез команду свою и у своих учеников, которые учились у него, в Китае, какие заводы, с какими заводами работать, какие заводы, то есть самые топовые заводы, которые, где можно, чтобы закупиться и заказать свой товар со своим логотипом. Аха. Сосын ары қарай өзімде осы TikTok-тың эфир саудасына кірісе кеттім. И ол жақта тоже өзімнің жеке брендтерімді бәрін осы 1688 арқылы заказ беріп, OEM жасап, жалпы өзімнің брендтерімді осы тауарларды енгізіп, сол компаниялар арқылы, енді 1688 шынымен өте сенімді компания. Сол үшін уайымдамай осы қазіргі таңда, енді Құдайға шүкір, осы Қытаймен жұмыстың арқасында, Аллаға шүкір, үй алдық, машина алдық, үйлендік деген сияқты, енді шынымен жалпы бәрлеріңізге сәует беремін негізі. Қазір сатып жүрсіз осылай жұмыс істелін. В данный момент в TikTok, все знаете, в стриме продавать сейчас стало очень так модно. И это очень круто. В данный момент сейчас Алтай, он занимается именно продажей и свой бренд продвигает через TikTok. И как бы в этом он это его заработок. То есть он через TikTok продает. То есть вы знаете, да, что в Китае все продают почти через TikTok. То есть это намного легче. И сейчас, я думаю, потихоньку в Казахстан это будет уже скоро. Уже иногда заходишь в TikTok, кто-то уже вещи продает. Это скоро будет в тренде, в большом тренде. Так что всем советую учиться в Алтае, как продавать. И солай, жалпы қазір жаңа стрим сауда деген сияқты, в общем, жалпы енді статистика бойынша Қазақстанда 91% адам смарт телефон қолданады. Значит, ол 91% адам, енді 90% адамдар, олар TikTok қолданады деген сөз. Енді мен сіздерге беретін кеңесім 1688-бен жұмыс істеп, ол жақтағы поставщиктармен жұмыс істеп, тауар сатып алып, ең жақсы қазірше TikTok-пен сатып, немесе Каспимен, Азомен, Вальберспен сатсаңыздар өте былайша выгодно болады деп ойлаймын негізі. В Казахстане 90% людей, у всех есть как бы современные смартфоны. Сейчас уже пора, как Алтай говорит, уже начинать закупаться 16.8 и начинать, например, вы закупились и продавать через, например, скажем, через Валберс, тот же Marketplace. То есть это тоже один ход продажи. Солай жалпы енді сіздерге енді айтқым келетіні, жалпы Қытаймен жұмыс істеуге қорықпаңыздар, 1688-бен жұмыс істеуге қорықпаңыздар, өте керемет маркетплейс, негізі өте ыңғайлы. Жалпы менің өмірімді өзгерткен маркетплейс деп айтуымда да шынымен болады негізі. Солай жалпы бәрлеріңізге рахмет. Алтай говорит о том, что
1688. 1688 мне помог изменить свою жизнь. Сұрақтарыңыз болса, қол көтеріп отырсаңыздар, иә, қазір бастаймыз, иә. Иә. Және де соңын қазір логистика жайында сұрақ қоймай қояйық, өйткені логистика жайында соңында бізде осы жерде логистикалық компаниялар бар, және де соның бірі Жаңапост, футболка киген адамдар бар, Жаңапост футболкасын, соған сұрақтарыңыз қойсаңыз болады 1688 бойынша. Ендеше қазір мен сұрақ қоям деген адамдарға жаңа сізді көрдім. Микрофонмен мен жақындап тұрам. Сұрақтарыңызды дайындап отырсаңыздар, иә? Ассалаумағалейкум. Есім Нұрсұлтан Болат. Бұрыннан негізі 1688-ге тіркелгем. Бірақ енді конкуренттер бар ғой, Pinduoduo, сосын Taobao. Бірақ Taobao 16-ны, жаңа 88-дің дочерний болды. И осы жерден сізге сұрақ енді. Мына 1688-дің осы Алматы қаласында жалпы бір офисі, бірдеңесі бар ма, адамдарға көмектеседі? Ұят болса да рұқсат берсеңіз, мен сізге орысша жауап берсем. Да, и как бы у нас на самом деле есть офис, представительство в Алматы. Мы с Нуржаном являемся представителями компании в Казахстане. И наш офис, по секрету скажу, он находится на первом этаже этого здания. Поэтому если вы погуляете, да. Поэтому, да. Завтра такая толпа, да? Да, поэтому ответ на ваш вопрос, да, у нас офис имеется, поэтому да. И второй вопрос насчет World First. До этого мы, когда покупали, получается, через Alipay, через кого-то, через посредников мы пополняли Alipay, и там комиссию он удерживал и пополнял, получается, и закуп делали вот так. А вот World First без посредника я сам могу пополнить? Да, хороший вопрос. Тут еще один момент. Вы на данный момент можете зарегистрироваться. Само платежное решение, оно, дай бог, Аллахуса, оно будет доступно, начиная со следующего года. Это первый момент. Второй момент, да, действительно, если мне достоверно известно, действительно существует комиссия где-то в 4-5% на пополнение через третьи лица аккаунта Alipay. Вот. И World First — это как раз лучшее решение, как вы сказали, вы сможете напрямую с собственного аккаунта пополнить средства, и за саму транзакцию вы будете платить только 0,8% в виде комиссионных. Против нынешних, по-моему, 4%. Да? И вот вы ждали почту электронную? То есть чисто надо через почту или можно подходить в офис, чтобы люди нам помогали? Потому что вот Pinduoduo, да? Pinduoduo, там алгоритм такой очень простой. Когда ты что-то ищешь, он начинает больше и больше тебя внедрять это. В 1688 я тоже как бы серьезно отношусь, захожу, но там нету такого алгоритма, что постоянно тебе что-то нужно будет. Я понял. Тут важный момент, я бы хотел сказать, то, что мы это B2B платформа, мы отличаемся от Pinduoduo. Да, мы являемся их источником товара. Да, отличие я примерно знаю. Да. Но именно выход в заводы, там много чего непонятного, что. Вот второй аспект — это языковой аспект. Вот. На данный момент у нас в разработке находится два проекта. Это казахификация веб-сайта. Быть может, возможно, с применением Alem AI, может быть, кто-нибудь про это слышал. Это наша национальная языковая модель. С применением искусственного интеллекта мы будем переводить веб-сайт как и на казахский, так и на русский. И мы ожидаем то, что языковой барьер, как минимум, он перестанет быть проблемой наших покупателей, когда они пользуются 1688. Да, поэтому...
Всех приветствую. Поблагодарить хотела за такую организацию. Очень понравилось, особенно Coffee Break. Спасибо. Теперь вопрос. Ну, наверное, это будет частично к 1688 и, возможно, к транспортникам. Я предприниматель, хочу заказать большое количество, допустим, на продажу. Это будет там 1000 штук или 2000 штук. Как происходит организация этой отправки? Это будет карго отправка или же это будет официальная с растаможкой, с таможенным оформлением, допустим, в Казахстане? Будет ли официальное оформление в Китае этого груза, как там экспортная декларация? Также и будет ли в Алмате официальное оформление таможенное, чтобы поставить, допустим, этот товар на приход и дальше уже реализовать по площадкам, потому как просят сейчас все, ну то есть переводимся мы все с карго на официальное оформление. Спасибо большое за ваш вопрос. В деталях, я думаю, я вам смогу рассказать чуть позже. Тут один очень важный момент. Именно непосредственно как 1688 особо подчеркиваю то, что мы в целом ответственны только за внутрикитайскую доставку. Вот это первый момент. Второй момент, я думаю, вы сами знаете, как на данный момент идет растаможка. В эти детали мы тоже опускаться не будем. И, как вы сказали, в принципе, транспортники у нас тут присутствуют в полном объеме. Вы можете в деталях, наверное, лучше с ними, с профессионалами проконсультироваться. Я лишь от себя добавлю то, что после завершения мероприятия я вам лично расскажу о других каналах продаж, которые в том числе решают ваши потенциальные боли те, кто работают с НДС и кому нужна непосредственно очистка в белую. Это у нас тоже в виде проекта существует. И думаю, после мероприятия я вам в подробностях об этом расскажу. Да. Не подразумевает, ну то есть вы будете предлагать другие какие пути, скажем так. На 1688 невозможно взять, да, большое количество. Тут мы возвращаемся к тому, о чем я хотел подсветить. Мы классически изначально внутрикитайская платформа, поэтому наша ответственность, она заканчивается тогда, когда приняли товар на складе в Китае, с ним как бы нету проблем. И остальное делается нашими партнерами, транспортными компаниями. Да. Если публично, то я только так могу ответить на ваш вопрос. Спасибо. Я не слышу. Сейчас, подождите. Добрый вечер. А планируется ли реализовать полный цикл на территории Казахстана? Дальнейшее. 我们10月份会上线我们的合作伙伴的这个物流，其中会有2家物流合作伙伴，大家可以在线上选择。我们跟合作伙伴的关系，因为我们的物流合作伙伴会更了解当地，所以我们的物流合作伙伴会解决把中国的商品清关，然后入境运送到本地的这个问题。然后我们1688，我们还是做好我们更擅长的，把商品做好，把中国国内端做好。 Да, дело обстоит таким образом, что мы, да, во-первых, в октябре, как я в презентации говорил, будем предоставлять онлайн-платформенные решения по логистике через 2-3 основные логистические компании. Наши отношения с нами состоят так, что они, как я только что отвечал на этот вопрос, они будут принимать заказы на складе в Китае. И так как они более знакомы с импортными процессами в Казахстане, так как они являются в своем деле профессионалами, соответственно, будет выглядеть так, что они будут всегда ответственны за логистику. Ну а мы лучше сконцентрируемся на том, в чем профессионалы мы, а это именно товарная часть и доставка внутри Китая. Ответ следующему, да. Ал бізде жаңа просто тек қана логистикалық компания емес, бізде өзіміздің
приложениеміз бар. Сіздер App Store'ға кіріп, соны жүктеп алып, бас бетінде сабақ деген жеріне қарасаңыздар, қазақ, орыс екі тілде 3-ақ минуттың ішінде қалай регистрация жасауды, қалай төлем жасауды, қалай товар таңдауды бәрін үйрететін болады. Сосын бізде Instagram парақшамызда жаңа пост Қазақстан және жаңа пост App деген аккаунттарымыз бар. Сол аккаунттарға тіркелсеңіздер, жаңағы сияқты қалай товар таңдауды, қалай дұрыс заказ беруді лайфхактармен бөлісетін боламыз. Өте тиімді, өте пайдалы информацияларды сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Егерде бізге сұрақтарыңыз болса, бізде жаңа пост командасы осы жерде келді. Жаңа посттың киіміменен қолдарыңыз көтеріп қойыңыздар. Сол кісілерге сұрақтарыңызды айта берсеңіз болады. Сосын бізге жазыңыздар, қандай видео көргіміз келеді, қандай сабақ көргіміз келеді, нені білгіміз келеді, қандай товар таңдауды, немесе өздеріңіздің идеяларыңыздан туындаған сұрақтарды бізге дайректке жаза беріңіздер. Біз сол жайлы тіпті де көптеген видеолар, пайдалы видеоларды сіздерге түсіріп ұсынатын боламыз. Бізде жаңа білім деген канал бар. Сол жерде күшті лайфхактармен бөлсеміз, бізге тіркеліп алыңыздар. Ал енді жаңағы ханымның сұрағы бойынша сізді біздің колл-центрға жібердік. Ол кісілер сізге хабарласатын болады. Егерде тасымалдау жағынан товарларыңыз жоғалып кетсе, немесе сынып қалса, жаңа пост сіздерге 100% төлеп беретін болады. Міндетті түрде ол жағынан уайымдамаңыздар. Ал енді бізде ең қызықты сыйлығымыз бар. Ол бізде 1688-дің сыйлықтары сіздерге деген, және WordFirst компаниясының сіздерге деген сыйлықтары. Ал сіздер барлықтарыңыз 1688-ді жүктедіңіздер ма? Қолдарыңызды көтеріп қойыңыздаршы. Кім жүктеді? Ал жүктемеген осы қазір келіп отырған барлықтарыңызға ұсынамын, жүктеп алыңыздар. Қазір App Store'ға кіріп 1688-ді жүктеп, сосын регистрация жасағандарыңызға қазір мен көрсетемін. 1688-ді ашамыз. Қандай сыйлықтарды сіздерге осы арқылы беретін боламыз. Сосын оң жақ астындағы личное дегенге кіреміз. Кіріп, сосын сол жақ басындағы мынау сиырдың фотосын басамыз. Сол жерде мынандай ID деген тұрады. Просто соны бізге көрсетсеңіз, бізге сіздерден 1688 бойынша сыйлық болады. Сосын WordFirst компаниясының Instagram'на жай тіркелсеңіздер, WordFirst'тан да сіздерге сыйлық беріледі. Мынау WordFirst'тың Instagram парақшасы. Соны бізге әкеліп көрсетсеңіздер, сосын егерде қазір осы жерде көптеген кәсіпкерлерді көріп тұрмын, 1688 бойынша жұмыс жасап жүрген, және біздің жаңа постпен ұзақ жыл жұмыс жасап жүрген өте көп қолдаушыларымызды көріп тұрмыз. Сіздерге мың алғыс. Сіздер де келіп бізге осы тура бүгін егерде 80 мыңнан артық осындай сумаға заказ берсеңіздер, бізде одан да қымбат бағадағы сыйлықтарды сіздерге ұсынатын боламыз. Қазір егерде заказ берем деген қолдаушылар болса, или жаңағы регистрация жасаған, просто бізге көрсетсеңіздер, сіздер келіп сыйлықтарыңызды алып кетіңіздер. Самый первый Самый гость. пунктуальный, даже можно сказать, даже лучше, чем немец. Ага. Представьтесь, пожалуйста. Давайте. Асет. Сәлеметсіз бе? Атыңыз кім? Есім Асет. Саудамен айналысым келеді, сол үшін мен келіп тұрмын. 1688 бен істеген тәжірибеңіз бар ма, жұмыс істеген? Бұрын болды кішігірім. Енді осы қазір жаңадан тағы да бастап кетейін отырмын. Бүгінгі мастер-классқа сондай ерте 2 сағат бұрын келуге не себеп болды сізде? Бір жағынан жоспарладым, жұмыстарым ертерек бітті, ойладым, ертерек барып орындала берейін деп. Дұрыс. Өйткені Айгерім орын шектеулі деп айтты, иә? Иә, ол да бар. Жақсы. Біз сізге дайындап қойған сыйлығымыз бар. Ал. Рахмет. Ұсынайық. Бұл миксер. Сапасы өте керемет. Құттықтаймыз сізді. Өйстіп, әрқашан пунктуальный болып жүре беріңіз. Бізбен бірге болыңыз. Огромное спасибо. Нашего покупателя. Вот, смотрите.
Вот я, чтобы вам было честно, но вы тоже еще есть шанс. Подойдите. Поздравляем! Поздравляю. 2000 янев. Поздравляем, огромное количество. Ага, вот. Будьте смелее, будьте... Поздравляем. И он выигрывает. Очень классно. Видеографы, пожалуйста, можете посмотреть нас. Пропустите. О, классно. Наш гость научился, скачал, зарегистрировался, сделал свой первый заказ. Это очень круто, ребята, подходите. Поздравляем вас. Удачных покупок вам. Больших покупок. Рахмет с кем? Большой Рахмет. Что пришли? Так, представьте, пожалуйста. Руслан. Руслан, вы только что зарегистрировались, да? Уже был, да. Отлично. Что вы заказали? Можно посмотреть? Конструктор. Конструктор для детей. Ну что ж, поздравляю вас с Тайлером. Жене подарите. Будет рада. Ну, а вам желаю вам больших покупок. Больших, очень больших покупок.